предпринимательства республики, и мы сегодня проводим очередное наше мероприятие. Встреча успешных состоявшихся предпринимателей с молодыми, ну и не очень начинающими коллегами и молодыми людьми, которые заинтересованы в начале своего бизнеса. У нас спикеры очень деловые люди. Я хочу от имени Центра поддержки предпринимательства, от нас всех поблагодарить за то, что они нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Надо сказать, что наше сегодня с вами мероприятие транслируется на сайте ЕСИА в режиме онлайн, и нас в районах смотрят еще 500 с лишним. Ну, вот сейчас еще вот мне говорят, что набирается количество. То есть мы не одни, нас смотрят по всей республике. Сразу скажу, давайте, что мы начнем мероприятие. Я задам свой первый вопрос нашим гостям, а затем, пожалуйста, не стесняйтесь задавать свои вопросы, хорошо? Один микрофон у нас стоит здесь, либо вы поднимаете руку, и мои коллеги подойдут к вам и дадут вам микрофон. Пожалуйста, не стесняйтесь, пользуйтесь тем, что сегодня с нами сидят люди, которые действительно сами сделали свой собственный малый бизнес. И поэтому я вас прошу не стесняться и активно присоединяться к диалогу, хорошо? И наверняка, вот, когда мы проводим такие встречи, всегда людей интересует один вопрос. Как вы начали свое дело, как вообще пришли к предпринимательству? И я бы этот вопрос хотела задать Нургустане Ивановне Лукиной, которая у нас является хозяйкой магазина Сербекея, кафе «Трапеза», центра якутской кухни «Махтал». Василий Николаевич, наверное, Атласова вам никому представлять не надо, мы все его прекрасно знаем, как говорится, с детства, с рождения. И третий наш спикер — это Протопопова Анна Алексеевна. Саха консерв-продукт, вы, наверное, знаете, да, самые, по-моему, в республике вкусные пельмешки и консервные продукты из натуральной якутской продукции. И мой первый вопрос, Нургустан Ивановна. Как вы начинали вообще, с чего вы приняли решение стать предпринимателем? Наверное, не секрет, когда, скажем так, всегда жизнь заставляет. Скорее всего, так получилось в моем случае, не знаю, как у других, когда приходится тебе заняться предпринимательской жизнью, просто так обстоятельства сложились, что по-другому на тот момент невозможно было как-либо зарабатывать деньги. Мне было тогда 23 года, когда я занялась бизнесом. Это уже было 23 года почти назад. 22 с половиной, да, давно уже. И на тот момент получилось таким образом, что я тогда была замужем, у меня был ребенок, которому было 3 годика, и мой муж стал инвалидом и не смог зарабатывать деньги. Просто не смог зарабатывать деньги, а нужно было снимать квартиру, нужно было лечить мужа, делать ему операцию, нужно было просто поднимать ребенка. А на тот момент, это были 90-е годы, идти зарабатывать, на зарплате нельзя было, не было возможности делать такие дорогостоящие операции, делать такие лечения, снимать квартиру, еще и растить ребенка. И как-то в тот момент я начала свою предпринимательскую деятельность, скажем так. Жизнь заставила. Спасибо большое, что вы поделились такими эмоциональными вещами. Василий Николаевич, по-русски, да? Да, желательно по-русски, Василий Николаевич. Я вообще при советской власти тоже занимался, вообще в комсомоле работал там, работая первой комсомольской организации, потом профсоюзной деятельностью занимался, занимался общественными делами очень много. У меня был целый коллектив, это художественной самодеятельности, там танцевальный коллектив, художественный коллектив. Мы делали кинофильмы свои, делали первые киностудии, у нас была фотостудия там, в общем, мы светооформлением занимались в городе Якутске впервые. Когда конкурсы красоты были, нас приглашали с района поставить светооформление. Тогда мы были вообще передовые, в системе сельхозтехники работали. А потом в 1976 году меня отправили, когда президент Форд был, утепление, первое потепление, как сейчас с Трампом, было с Америкой. И тогда была делегация молодежной организации «Обмен». 300 человек с Америки, 300 человек
Советского Союза отправляет, самых передовых комсомольцев отправляет в Америку целый месяц. Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк, Питтсбург. Ну и меня, как ведущего по профессии, вот, я был токарем, и как ведущий профессии Союз сельхозтехники, одного вот из этой делегации рабочего меня отправили. Этим я горжусь до сих пор, потому что со всего Советского Союза, это вообще огромная страна была тогда. Ну и поехали там, когда вот в Москве нас отправляли, это вообще было очень здорово, там нас целые недели там курсы проводили, как обратиться с американцами, там, как преподнести советский образ жизни вот каждому. Ну а потом там, ну, мавзолеи там были, Кремль показали там, дворец съезда были там. Ну, те, что было у нас передовой, все показали. Потом мы отправились в Америку. Это Ил-18 там. Мы летели где-то 1,5 сутки, что ли, там. Летели, в Париже были остановка, потом в Вашингтон прилетели, и нас встретили вот американская молодежь. И вот первые недели были в Вашингтоне, потом Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк, Питтсбург. 4 города каждой неделе. И там самое интересное было, показывали, как живут американцы, как американский образ жизни. И тогда вот, ну, просто показывали, как летчик живет, как фермер живет, как врач живет. Показывали, вот в гостинице лежит, они забирают тебя вечером в гостиницу, и на целый день нас показывают, как они живут. И это расписано за полгода, вот самое интересное. Там написано, что Атласов вот у нас будет какого-то села написано. И оказывается, им помогает это правительство, все помогает за это, потому что у них весь год расписаны вот такими туристами. Ну, я думал, ничего такого не показывают, просто они показывают, как они живут, как дети воспитываются, вот, что они делают, показывают, и больше ничего. Ну, я тогда, вот, как перестройка получилась, и я думал, когда пенсия уже у меня как раз был возраст пенсионный, и, ну, уже мне в голову ударило, американцы занимаются этим делом, почему у нас такая богатая культура, и можем не переподнести и заниматься этим делом. И братья у меня были тоже мастера, были 2 брата и там друзья, и мы начали вот строить сотокомплекс, там делали первый ледниковый музей там, который... Ну и первые проводы зимы делали, и с этого началось все это дело. Ну, правда, там район помог, и я вообще в культуре потом после работал, директором Дома культуры работал, директором танцевального ансамбля «Католык» целый. Вы знаете, наверное, как бы была у нас коммерческая такая целый год программа, и мы в гастролях ходили по всей Якутии. Я там вставлял цветооформление, звук, там все это дело. Ну, поэтому вот у меня получилось с первого раза. Мы с культурой вместе с районом организовали вот такой зимний праздник. Там первые ледовые горки делали там. Ну, там еще мы использовали легендарного нашего героя Василия Монтяра. Родина была, и поэтому надо за что-то хватиться, чтобы брен какой-то был. И мы, используя этот брен, используя вот нашу якутскую культуру, сделали очень классный комплекс, в котором очень много народу заинтересовалось. И в те времена, когда перестройка, очень много иностранцев было, и мы приняли очень много иностранцев, и потом мы работали в колледже культуры, студентами работали, практика проходили. Ну, слишком много народу было там, по 3000 в день, там 100 автобусов, там 200 где-то машин, там весь город у нас гулял, можно сказать. Впервые мы делали. Ну и Арина Шарапова как раз была вот до нашего большого мероприятия, конкурса ледовой культуры международный мы организовали. И она сказала, ну, Василий, я помогу вам, как бы вы делали что-то серьезное. Если в России вот такие люди, семья есть, то Россия никогда не пропадет. Ну, я думаю, что она поможет. Потом в четверг показывают по телевидению, в вестях, 7-й откуда света находится Якутия, это семья Атласовых.
Ну, мы готовили 3000 билетов, это входных там, и думали, хватит. В 11 часов у нас кордон был до 102 километра, и 11 часов билет кончились, 3000 билетов. Остальные бумаг нет у нас, газеты пишут, деньги в мешок. И вот сколько народу было. Ну, тогда я думал, что же такое профессионализм. Вот. Всего за несколько секунд Арина Сарапова показала, чем мы занимаемся, что мы делаем, и преподнести людям. Вот. Поэтому вот профессионализм, это оказывается очень здорово, когда профессиональный человек делает, и оказывается можно поверить. Вот. И народ верит. Вот. Вот так и занимался, и вот получился у нас вот такой классный комплекс, классная идея. И вместе с ним идет и кухня идет, и автобусы идут, и таксисты зарабатывают, и местные жители зарабатывают, и бензоколонка зарабатывает. Это туризм, то место, где все зарабатывают. То есть, получается, с помощью ваших проектов доход получают еще смежные другие отрасли, много людей. Да, все отрасли вот, включаются в эту систему. Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Потом, вот одно, что я скажу, да, потом включили меня в правительственную делегацию, и ездит в Лондон, там, Шотландию там ехать, как бы министр Барашков был этот финансов, да и Шматкова по экологии, и я бизнесмен по туризму. Когда мы в Лондоне читали в Ибербанках целую неделю там, в Ибербанках читали лекцию, ну, их слушали так вот, как бы, по 15 минут, каждому оказывается один переводчик, и здорово переводит. Ну, я рассказываю, ну, у меня гостиницы нету, я сувениров не продаю, у меня кухни нету, но я вот туризмом занимаюсь, и у меня успехи. Они говорят, как так можно, например, у нас это вообще супер бизнес оказывается у тебя, потому что без гостиницы, без этого сувенира, без этих кухонь никак невозможно работать туризмом. А я тоже входом только работал. И они, давай предлагать на тебе, давай мы поможем тебе кредитами, как бы 5%, 3% долларов системы. Пожалуйста, сказали. Потом в Лох-Несс поехали. Показывали, ну, 3 дня в Лох-Несс поехали там. Ну, потом, когда ехали с Лох-Несс, там есть, оказывается, где они проиграли войну, когда вот с англичанами, да? И там целый музей сделали, они вот, музей целый есть, как они проиграли, что там используют, какие оружия, там все сувениров было полно там. Потом, когда мы ехали, там сидим и разговариваем, ребятами подружились, они говорят, это Лох-Несс, это можно видеть, говорит. Если 3 граненых стакана 40-градусных выпьешь, потом может быть мерещится, сказал. Оказывается, вообще нету этого Лох-Несса. Просто они вот делали, придумали, и получился вот такая у них наплыв миллион народу, где-то 2-3 миллиона. Придуманный миф, который привлекает Да. туристов, да? Да. Ну вот так что придумывает вот такие вещи, чтобы развивать туризм. Спасибо. И вот к нам скоро присоединится Артур Рожаков, который является хозяином фирмы «Ягоды Якутии». Все мы знаем, да? Очень быстро их бренд «Кюнь» ворвался, можно так сказать, на наши рынки, и мы сейчас все патриотично пьем наш морс, да? Свой вопрос хочу задать Анне Алексеевне. Она у нас технолог, самый главный, получается, человек в фирме «Саха Консерв Продукт». Анна Алексеевна, вот с чего вообще начиналась эта фирма? Очень, ну, на мой взгляд, в хорошем смысле слова авантюра такая, да, по производству в Якутии собственной консервации. Как все начиналось? Так, история создания нашего продукта была, то есть, ну, на этапе создания предприятия 3 вещи. Это какой продукт предлагаешь, есть возможность изготавливать и реализовать, и спрос.
При создании предприятия у нас в Якутии очень много сырья местного, то есть она уникальное у нас сырье. Так, потом у нас запас дикоросов оценивается. Мы как бы акцент поставили на дикоросы, потому что в Якутии дикоросы как бы не используются по республике, по Российской Федерации. То есть дикоросы, это мы акцент поставили на голубику дикую, потому что в магазинах вы не можете, то есть нету в продаже что-нибудь из дикой голубики. Вот. А дикая голубика у нас в Якутии, ее очень много, но мы никто почему-то ее не используем. Вот. Начинали, то есть вы с дикорастущих ягод выбрали голубику, да? Да, голубику. Но как бы не только мы ягоду используем, мы как бы просто акцент поставили. А также у нас есть мясная и рыбная продукция. Мясной и рыбной не так достаточно, как ягодная. Вот. И вот тут вопрос у нас с района поступил. Нет, не буду врать. Индивидуальный предприниматель, сейчас скажу его фамилию, Егоров, спрашивает. ООО СТК «Альфа», он же Егоров Иван Николаевич, индивидуальный предприниматель. Для дальнейшего развития своего производства в Улусе в будущем хочу заниматься консервированием рыбы в банке. Дорогое ли будет оборудование? Будет ли оно рентабельным? От чего зависит производство? Спрашивает. То есть он хочет изготавливать Консервы, в банке да. стерилизованные? Да, Или судя по всему. Консервную Консервированием рыбы в банке пишет просто. Просто у нас стерилизация, это у нас получается на длительное хранение, 2-3 года. А то, что вот прессованные в банках тоже есть, бывает, но у них срок годности только 6 месяцев, там 3 месяца, 6 месяцев. И чем отличаются тогда вот эти процессы, если либо 6 месяцев, либо 2-3 года? То есть мы стерилизуем их под высокой температуре, то есть убиваем, то есть все микроорганизмы, то есть поэтому у нас и не добавляем никаких компонентов. То есть под своим уникальным вот свойствами нашего сырья она у нас стерилизуется. А приобретение оборудования насколько рентабельно? Когда оно может выйти в плюс? Ну, давайте так, при оптимистическом раскладе и при пессимистическом. Ну, по поводу вот оборудования, покупаемости, я некомпетентна в этих вопросах. Надо будет задать вопрос это директору Сергею Олеговичу. Хорошо, мы тогда передадим вот этот вопрос тогда Сергею Олеговичу, да? У кого-нибудь назрел вопрос, дорогие друзья? Подойдите, пожалуйста, к микрофону. Раз, слышно, да? Да. Меня Евгений зовут. Всех приветствую. Ингуссан, здравствуйте. Ну, вы очень хороших людей сегодня позвали. Всех приветствую сегодня. Ну, первый вопрос, наверное, я хотел задать Нургусане Ивановне. Как вы смотрите к такому, допустим, ну, город, рынок у нас маленький, вы знаете, да? И в общепите, и в туристической деятельности, и в консервном деле есть какой-то потолок, если мы берем во внимание наше население, да? Ну, потребителей. Ну, закон бизнеса, он всегда такой. Город, в принципе, у нас растущий, развивающийся. Я думаю, где-то через лет 5 это уже 100%. Население у нас будет увеличиваться намного. И за миллионник мы точно перевалим, я так думаю, да? Когда скоро вопросы с переселением будут решены наши. Так, конкретно я по этой теме, допустим, всегда же, если рынок развивается, то к нам летят москвичи, да? Ну, это понятно. Там москвичи, допустим, помните вы, когда-то было развитие пионеров, вот этих всех, они были у нас очень крутыми, вот эти все бытовая техника. Пришла глобализация, пришли супермаркеты. Нургусан Ивановна, вы к этому как-нибудь готовитесь? Ну, или психологически, или морально? Может быть, и... Ну что, я скажу, это да, это есть такой момент. По идее у нас есть, ну как это скажу, я вот есть, ну,
Ладно, я сейчас тогда попробую как-то оформиться. По-простому. По-простому сейчас я попробую сказать по поводу, например, Сербяке. Да. Вы видели, наверное, что очень много приезжают компаний, везде выставки, да, там оттуда, отсюда, там продают шубы. И мы немножко, был такой момент, что Сербяке, компания, торговый дом Сербяке, так как мы меховыми изделиями занимаемся, было напряжение. Потому что как мы сможем эту конкуренцию выдержать? Все-таки это федералы, у них есть уже какая-то структура, есть понимание вот этого. Но знаете, я заметила такую одну вещь. Да, было много компаний местных, которых не смогли выдержать эту конкуренцию. Но наша компания умудрилась не только уступить какие-то позиции, а мы наоборот набрали обороты. Мы еще вышли, и еще мы увидели, что мы выросли. И мы стали удивляться, как это произошло, хотя казалось, такие мощные бренды пришли, а у нас наоборот, больше покупателей становится, больше довольных покупателей. Оказывается, когда вы делаете, у вас хороший есть продукт, который вы делаете с душой и с сердцем, влаживаете в него, люди это все равно чувствуют. Когда приезжают федералы, там в большей степени, зарабатывание денег. Искренне. Привозят не тот товар такого качества, цены там, знаете, тоже якобы сказки, 50, 60, 70% скидки. Но люди потом, они начинают ходить, может, вначале они под рекламу попадают, начинают там, идти туда. А по ходу пьесы они начинают уже смотреть, уже ходить, выбирать. И все равно они выбирают ту компанию, где они чувствуют больше сердца и больше желания действительности вам хороший продукт дать. Чтобы действительно... А мы местные, я здесь родилась, видите, что я... Сахабын. У меня искреннее желание делать для наших, правда, делать. Например, компания Сербяке чисто принципиально не продает китайские шубы. Хотя на самом деле это невыгодно по деньгам. Хорошая реклама пошла, ребята. Я просто буду говорить, как оно есть, чтобы шутим. у вас было это понимание, как бизнес начинать, потому что вам тогда легче будет. Потому что, например, Китай 3 часа езду, привезти его, это копейки стоит, и многие предприниматели не очень порядочные, называют китайские шубы, что они греческие шубы, и вся такая история. Когда у тебя есть внутри какой-то принцип, то, что ты своим людям... У нас город, правда, маленький настолько, что куда ни посмотри, или родственник, или, в конце концов, окажется знакомый. Даже здесь я могу половина родственников, половина все равно знакомые. И своим не хочется плохого продавать, в котором ты не уверен в качестве. И когда ты внутренне пытаешься продавать хороший товар, оно все равно к успеху придет. Хоть как. Где-нибудь, в какое-либо дело, куда вы вложите свое сердце, свою любовь, когда вы будете стараться это делать в действительности, чтобы это приносило людям пользу и радовало людям, оно всегда принесет соответствующие деньги. Но вначале будет проверять, да. Вначале, может быть, и денег не быть, может быть, вас будут колбасить, может быть, вы будете в убытке в какие-то моменты, сверху проверяют, я так говорю, называю. Но когда они убеждаются, что вы в действительности видите цель, не только заостренные, только бы зарабатывание, тупо денег я называю это, да, а что-то правда хотите что-то сделать, тогда в этот момент начинают приходить довольные клиенты и деньги. То есть, если вы вложите в какой-то бизнес, найдете, мы все наши бизнесы, у нас, вы заметили, там 5 предприятий, да, мы каждый бизнес, когда открывали, это больше было открытием, потребность у нас появлялась там какая-то, да, например, трапезу, когда мы открывали, то у нас была на тот момент потребность с мужем где-то быстро, но качественно поесть. Не было в городе на тот момент, или был ресторан, где приходишь, долго-долго ждешь, непонятно, что принесут, такая маленькая, еще тебе счет выпишут, непонятно на какую сумму. Или узбечка, где отравишься. Или узбечка, где непонятно, то ли тебе мясо подали, то ли у тебя непонятно что. У нас дети, нам надо детей кормить, а у нас времени нету в обед по часам в ресторанах сидеть и еще платить столько денег. Мы тоже считаем деньги. Мы деньги не печатаем, мы их зарабатываем и деньги умеем считать. И мы на тот момент была потребность именно в такой трапезе, где мы уверены в качестве, что мы знаем, что мы мясо настоящее, качественное подаем, что будем делать по-домашнему, вкусно, хорошо. И эта потребность, она выявилась, оказалось, что это не только нам нужно. Что есть много людей, которым тоже это нужно. И пришло очень много людей. То есть, если открывать что-то, то мое искреннее мнение, чтобы, во-первых, это вам было очень интересно,
вы готовы были этим заниматься, потому что это у вас у самих есть потребность. Это во-первых. А во-вторых, чтобы, как это сказать, вложить туда вот именно, сердце, что ли, вот душу, чтобы это в действительности был хороший продукт, оно выстрелит. Это вот 100% выстрелит. Ну и вот все предприятия, вот я скажу таким образом, да, вот есть вот это то, что они приезжают, да, вот это есть, конкуренцию с ними, правда, выдерживать сложно, потому что мы видим то, что вот произошло, когда Эльдорадо пришло, МВидео, местных совсем задавили. И вот здесь я бы, конечно, хотела бы этот вопрос поднять по поводу вообще на правительственном уровне, чтобы это каким-то образом мы сами могли бы развиваться, потому что скоро может произойти так, что вот войдут полностью федералы, и нам самим не будет способности как-то среди них со своим продуктом. Да, уже даже заходит. в этом можно Уже встать. Уже заходит. И касательно вот вторая часть вопроса, наверное, относится к вам, Анна Алексеевна. Ну, Саха Консерв и Сергей Олегович, в принципе, мы раньше с ним общались по делу консервов в Якутске, да. Тема и сама тематика вот производства местной продукции, да, она сама очень актуальна сегодня, да. Но дотации на сегодняшний день, я слышал, вы практически очень маленькие получили, да, в этом году по консервной продукции? Что получили? Госдотаций никаких в этом году. Какие были у вас? В этом году, я наслышал, вообще практически не было ничего, да? В этом году. И у меня вопрос, как вы дальше будете выживать? И если сегодня алтайское мясо стоит в разы дешевле, нежели местная наша продукция, да? Стоит ли дальше двигать это? Ну, приедет алтайская тушенка, такая же вкусная, в 2 раза дешевле. Сможем ли мы конкурировать с ней? Ну, та же вот бурятская стоит тушеночка, да? Как его? Бурят консерв-продукт, да? На самом деле, какую можно придумать такую прерогативу, чтобы наш местный покупатель, да, спрос имел именно вот нашу свою продукцию? Конечно, патриотические чувства, они тоже близки, но тут же надо какие-то все-таки маркетинг-ход какой-то думать. Работают ли у вас маркетологи? И, кстати, по маркетологам, у Гасаны Ивановны, вы сами, третий вопрос вам, вы вообще обучались? Вы, наверное, где-то обучаетесь, да, сами? Но, если честно говоря, мы постоянно проходим обучение, потому что без этого бизнес двигать, ребята, правда, всему приходится обучаться. Спасибо, То есть мы же всё. обучаемся, когда быть доктором. Тут то же самое, быть бизнесменом тоже нужно обучаться. Как делать правильно, как это. Вот по поводу, я извиняюсь, мне очень хочется ответить на этот вопрос, потому что это вот моя любимая тема. Я патриот, сказать это, не сказать ничего. Наше якутское мясо, алтайское мясо, извините, даже рядом не лежит. Просто даже чуть-чуть рядом не лежит, потому что мы на самом деле, у нас есть много общепитов, мы в поисках местного мяса, какой он делает бульон, какой он делает вкус. Это вот не одно алтайское мясо. Мы покупаем алтайское мясо иногда из-за того, что невозможно найти местное мясо, хотя мы жаждем его иметь. Мы прямо не знаем, как это организовать. Там, ладно, мы же ребятину смогли круглый год в Махтале иметь, да. Когда к нам приезжают такие специалисты высокого уровня, они просто поражаются. Они говорят, какое-то мраморное мясо, жеребятина. Мы на самом деле, мы не понимаем, на каком золоте сидим. Сколько у нас мощных, шикарных продуктов. Вот кто знает, что самый лучший мед, где самый лучший мед, кто знает? Поднимите руку, пожалуйста. Самый лучший мед в мире. Кто знает где? Самый лучший мед в мире. Научно доказанный. Ни на одной международной выставке. Якутский мед. Вы об этом знали? Понимаете, мы не знаем о таких потрясающих вещах, которые у нас происходят в Якутии. Мед, знаете, когда мне мои друзья с Германии позвонили и говорили, нас показывали 1,5 часа передачу, что лучший мед в Якутии. Найдите нам этот мед и отправьте. Мы с мужем так напряглись. А где этот мед? А как его найти? Вообще, точно говорю, самый лучший якутский мед. Да у нас здесь 1,5 часа. А оказывается, этот человек ездил на международные выставки, на международные, не на российские выставки. И всегда,
Ну, потому что там лучший мед определить несложно. Это химический состав, разбивают, смотрят, сколько витаминов, всего того-того. Якутский мед лучший. А мы сидим и не знаем об этом. А он сидит и не может его даже продавать. У него керосиновая лампа в его магазине. А все идут в очередь в алтайский мед покупают. А лучший мед никто не покупает. Местный. Его не поддерживают. Он просто выживает натуральным образом, имея лучший мед в Якутии. И об таких вещах я могу рассказывать, потому что я знаю об этом очень много. Да, мы нашего любимого индивидуального предпринимателя Гаевого тоже планируем приглашать. Вот это да, вот, потому вот что, у да, него. действительно, ну, человеку есть чем поделиться, и, ну, наша республика его поддерживает. Как Ну, можно, а вот честно. я, например, вот недавно скажу, вот знаете, да, вот у нас появился хлеб, называется бездрожжевой, продают, ну, вот наш местный предприниматель, который, ну, получилось так, что и муж, и жена остались без работы, и полгода они как начали хлеб делать бездрожжевой на пророщенных зернах. Они в прошлом году участвовали на выставке в России и получили 2-е место как лучший хлебобулочное изделие в России. За полгода. Они бы и 1-е взяли бы. Они из якутского, между прочим, зерна делают это. Они бы и 1-е взяли бы. Ну, просто, ну, знаете, 1-м дают, ну, такие известные, мощные компании. Когда вот это приезжает совершенно непонятная, неизвестная компания, дать им сразу 1-е место иногда бывает даже как-то странно. И он 2-е место взял. Это... У нас таких историй, по идее, много, но мы сами вот как-то идем вот за алтайским медом, за непонятным там хлебом или еще что-то. И мы сами не пытаемся найти, насколько мы находимся в потрясающей республике. Спасибо большое, Нереальной. Нургулстан. Ваш патриотизм просто заражает. Это вот просто, ну, что-то неимоверное. К нам присоединился Артур Никитич, владелец компании «Ягоды Якутии». Артур Никитич, мы в начале нашей встречи всем нашим гостям задали вопрос, как вы пришли к предпринимательству, с чего начался ваш предпринимательский путь? Как представителя тоже молодого поколения, наверное, наших собравшихся в студии, этот вопрос интересует. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, мой предпринимательский опыт, так скажем, не такой богатый, как у Нургулстаны Ивановны, как у Василия Николаевича, наверное. Вообще я всю жизнь, ну, заканчивая со студенческих времен, да, проработал в системе органов госвласти, в правительстве работал и так далее, да. И в те времена курировал, как бы, в том числе работу крупных государственных компаний наших. Вот. И всегда задавался вопросом, почему наш бизнес, малый бизнес, при наличии такого количества институтов развития, при количестве такого рода поддержки, такого количества поддержки со стороны государства, почему наш малый бизнес, он всегда жалуется, так скажем, да? Ну, не для него, не для кого не секрет то, что административные барьеры и так далее, так далее, так далее, это все очень для бизнеса пагубно влияет. И всегда задавался этим вопросом. Мне было очень интересно над этим думать. Потом все-таки пришел к выводу, наверное, года 2-3 назад, что я все-таки, наверное, человек-продукт по своему складу характера, а не человек-система. То есть в системе мне, как бы, я работал нормально, но мне было, честно говоря, тесновато, и хотелось выйти в простор, что называется, оперативный, да, и какой-то продукт создавать. Вот. Когда мы начали думать над тем, что, чем можно заняться, вообще, в принципе, да, мы начали анализировать преимущества республики. Вот Нургулстана Ивановна очень правильно заметила, якутская еда вообще, в принципе, да, это самый, наверное, конкурентный, ну, естественно, кроме сырьевых ресурсов, после сырьевых ресурсов, самый конкурентный якутский продукт. То есть, если мы будем делать здесь продукт массового потребления, ну, не знаю, макароны, там, рис мы здесь не вырастим, картошка у нас дорогая будет, то, значит, мы должны бить на какие-то другие преимущества нашей продукции. Преимущества, они очевидны. Это наша экологичность, это отсутствие крупных промышленных предприятий на территории Центральной Якутии. Вот, исходя из этого, значит, у нас было несколько вариантов. Во-первых, это, конечно же, жеребятина. Но жеребятина, так скажем, это мы друг другу, Оксана Ивановна, конечно, может побиться немножко, но это мы друг другу постоянно рассказываем, какие у нас замечательные продукты.
за пределами республики об этом никто абсолютно не знает. Вот. И если, допустим, расценивать это как государственная политика, да, пропаганду наших продуктов там, и так далее, возможно, она правильная, но с точки зрения малого бизнеса заходить на неосвоенные ниши и пытаться предлагать кому-то продукты, которым никто не знает, это очень сложно на самом деле. Второй вариант у нас был по рыбе, но рыба у нас, в принципе, рынок конкурентный, люди рыбой занимаются, успешно занимаются причем. Ну и рыба – это такой специфичный вид бизнеса, при котором все зависит от рыбаков. А рыбаки у нас люди северные, их ментальность другая немножко может быть. И поэтому многие друзья, с которыми я общался по поводу рыбы, они говорили, ну вот приедешь ты на север за рыбой, авансируешь там весной, да, осенью приедешь за рыбой, а рыбы твои не будут, деньги тебе обратно дадут, скажут, все, ребята, приехали, купили. Ну как бы тут никто ни от чего не застрахован. Вот. И третий вариант у нас, собственно, были дикоросы, это ягоды. Ягоды, как вы знаете, за счет того, что климатические условия нашей республики уникальные, биохимический состав ягод, он, собственно, тоже уникальный. Научно доказано то, что больше всех полезных веществ, минералов в ягоде, в якутской бруснике, например, содержится на 30% больше, чем в ягодах Сибири. Вот. Мы, значит, остановились на этом направлении, посчитали ее довольно интересным. Вот. Начали, значит, производство. Сразу говорю, мы привлекли помощь институтов развития, потому что, как я сказал в начале, это немножко такая злость, что ли, была, такая спортивная, да? Действительно ли наши институты развития ни на что, действительно ли они не так устроены, что могут помогать малому бизнесу. Вот, мы, значит, с помощью венчурной компании организовали производство, запустили продукт наш первый, кстати, 25 января 2017 года. У нас ровно год исполнится, как мы первую продукцию отгрузили в магазин. Вот, за год, в принципе, наш продукт стал узнаваемым в республике. Мы сейчас продаем товар наш в 5 регионах России. Не скажу, что очень уж успешно и массово мы его захватили, эти рынки, но товар есть, факт. Но в отсутствии маркетинговых каких-то больших вложений с товаром заходить, очень сложно. То есть, если вот мы, допустим, знаем то, что вот республика наша очень уникальная и так далее, да, как я сказал, эти истории покупателю, допустим, Новосибирска, они, неинтересны. Им каждый приходит, грубо говоря, вот у нас там природа уникальная, кто-то говорит, там у нас земля уникальная, кто-то говорит, у нас ягода уникальная, кто-то говорит, мясо уникальное и так далее, так далее, так далее. В основном смотрят на цену. Цена у нас, естественно, не конкурентная, сразу говорю. То есть на демпинг и на массовость мы бить не должны. Вот. Если кратко, то так. Я считаю то, что при наличии определенного творческого подхода у человека, то бизнесом заниматься человеку нужно. Но видите, тут надо разделять понятие бизнес на два направления, да? В моем понимании. Первое направление – это когда бизнес немножко бытовой, да, обслуживает местное население, обслуживает местный рынок. И другое направление, когда ты пытаешься привлечь в республику, в экономику республики деньги. Вот чем хорош, допустим, наш ягодный бизнес? Мы привлекаем деньги горожан, мы привлекаем деньги из других регионов России, мы принимаем деньги там крупных компаний и перенаправляем их в село, по сути, потому что ягоды мы закупаем в селе. То есть, по сути, получается так, что там какой-то москвич условный, там, да, он платит условной женщине или ребенку там, из Уфилданского улуса, который, где мы принимаем в основном ягоду. Вот это бизнес, это социальная составляющая бизнеса, которая и на самом деле была одной из основных направляющих, что ли, наших, благодаря которому мы остановились на этом виде бизнеса. Вот так вот. Если кратко, то так. Спасибо большое. К нам поступил вопрос из Татинского района, адресован Нургустане Ивановне. С какой кухней мира можно удачно интегрировать якутскую кухню, так как якутская еда, которую знает и привык потребитель, на мой взгляд, не является столь яркой?
Нельзя мне такой вопрос задавать, потому что я вам могу тут часами об этом рассказывать, какая у нас потрясающая кухня. Это опасная тема, но я попробую как-то сократиться. Да, они вот именно хотят, чтобы, допустим, в районе, например, если предприниматель занимается, например, доставкой обедов, да, чтобы у него был интересный продукт для населения, для разнообразия. Понимаете, когда вот мы открывали центр якутской кухни «Махтал», от чего мы отталкивались? К нам очень много приезжает, ну, так как мы торговый дом Сербяке, у нас приезжали много итальянцев, греков, там, наших партнеров иностранных, и они постоянно произносили такую фразу: можно какую-нибудь, ну, вот, как это, кухню вашу якутскую попробовать? И у нас тут был Дыгандархан, где немножко не так можно рассказать о нашей культуре через эту кухню. Хотелось бы, чтобы был интерьер. Ну ладно, об создании. Скажу об кухне. А мы решили сделать такой фьюжн. То есть наш, конечно, исконный наш продукт. На самом деле все гениальное просто. И при этом из-за этого наша якутская кухня, она гениальна. Просто жеребятину отварить. Это потрясающе вкусно. Не надо в эту жеребятину на самом деле чего-то влаживать. Мы много пробовали его готовить, ну, по всяким там этим. Оно убивает вкус жеребятины, и нету вот этого. Сам вкус жеребятины, он потрясающий. Ну, я не буду уже рассказывать про жеребятину, о том, что это единственное мясо на планете, которое имеет такие витамины, как марин омега, витамин С. Это единственное мясо, которое лечит онкологические заболевания в начальной стадии, туберкулез лечит в начальных стадиях, что в советские времена благодаря нашему продукту якутскому самые долгожители были в Якутии и в Грузии. И наш якутский продукт, он, ну, надо его рассказывать, надо его преподносить. Когда мы иностранцам об этом рассказываем, они с восторгом все это едят. Они бывают потрясенными. Ну и, конечно, фьюжн мы делаем. Знаете, мы немножко фьюжн делаем чуть-чуть в восточную кухню. Оказывается, восточные вот эти всякие, ну как это сказать, соуса, они не убивают вкус продукта. Немножко восточная кухня. Вот, ну, вы в японские суши же мы едим, там же, ну, так стоит же вот это конкретная вот эта, ну, рыба неубитого вкуса, там куча соусов туда непонятно, никаких не убит. Они немножко, и восточная кухня, она более естественно подчеркивающий вкус и пытающая сделать так, чтобы микроэлементы полезные эти не умерли. Вот мы делаем фьюжн, стараемся сделать так, чтобы вот нашим гостям это было интересно и, ну, нравилось. Так что наши якутские... Да, то есть вы можете посоветовать немножко вносить элемент восточной кухни. Конечно, или не только, вот вообще вот делать какой-то такой фьюжн, ну, и должны быть блюда классические, но просто их у нас не очень много в нашей кухне. Надо все равно немножко, чтобы вот, ну, 21 век, ну, все равно же все движется вперед. Мы же не можем как-то вот, ну, в якутской одежде же мы не ходим, мы же немножко видоизменились. Тут то же самое, вот этот немножко под время подстраивать даже нашу якутскую кухню, есть в этом смысл. Но вот сам истинный свой продукт, конечно, вот их надо сохранять. Понимание это надо сохранять. Ну, вот в этом смысле. Я думаю, что круче нашего кухня у нас потрясающая. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос задает индивидуальный предприниматель Павлова Светлана. Адресует она его Артуру Никитичу. Как вы планируете увеличивать свою прибыль? Ну, тут рецепт очень прост. Во-первых, надо увеличить выручку. Как увеличить выручку, это, скорее всего, основной, наверное, вопрос, да, имеется в виду. Ну, у нас, как только мы запустились, мы начали экспериментировать, вводить новые виды продукции. Сейчас у нас концентрация в основном на сиропах. Впервые, наверное, в республике, да и в России, не знаю, в мире я не видел такого. Мы начали делать брусничные сиропы с добавками разными. Ну, добавки не имеется в виду химия, да, а добавки имеется в виду другие продукты. Мы начали с апельсина выпускать сиропы на основе брусники, но с апельсином. На основе брусники, но с имбирем. Сейчас вот с лимоном запускаем. На следующей неделе с корицей запускаем брусничный сироп. Вот. Ну, естественно, как бы это добавляет интереса нашему продукту. Допустим, если морс, часто звучала критикой, мы типа морс можем и дома сварить. Но, извините меня, мы и воду из-под крана раньше пили, и там и туалетной бумагой
вместо туалетной бумаги там газетами пользовались, да, это как бы не основание останавливаться, я считаю. Вот, но если как бы люди говорили то, что морс можно и дома сварить, то с корицей, например, морс дома уже, ну, наверное, варят мало кто, да, там, с апельсином, наверное, варят, но уже реже. Поэтому мы начали на такие виды продукта ориентироваться. Сейчас у нас, тут Наталья Артуровна сидит, наш технолог, оказывается, главный, наша, как сказать, ну, короче, мозговой центр, да, наших продуктов вообще всех. Мы экспериментируем над карасем, то есть ну, тоже подумали, чего в Якутии много у нас карасей, да, все знают, и караси вкуснейшие на самом деле. Уха из карасей, она, ну, я честно там бывало и уху там пил из красной рыбы, из белой рыбы, из 3 рыб всяких разных, но вкуснее карасиные ухи с молоком, ну, я честно вот не пробовал. Поэтому мы решили как бы над этим подумать. Сейчас мы экспериментируем. Не знаю, пока получится или нет, но если получится, то в конце года, я думаю, вы об этом узнаете, что у нас получилось. Мы сейчас думаем, не думаем, а уже разработали, то есть и вводим в производство бутербродное масло. Да, ассортимент расширяем. Ну, это, наверное, самый, ну, как сказать, самый, ну, простой, что ли, путь увеличивать выручку. Расширение продуктовой линейки получается. Да, как еще? Больше я не вижу, как бы. Нет, меня просто зацепил вопрос. То есть вы будете уху из карася разливать, ну, как бы, чтобы ее можно... Нет, пока как бы я не раскрою, потому что у нас Окей. пока ничего нет. Но мы будем с нетерпением ждать, потому что просто я вот действительно обожаю, ну, с черным перцем, с молоком, да, как у бабушки. То есть, С молоком, да, с перцем, ну, по вкусу уже. Мгм. Извините, можно сразу вопрос, да, Артур? Да. Допустим, у вас дикорастущие же, когда вы начинали бренд, да? У вас сырье было дикорастущее, да? Да. Ага, ну, ладно, первую партию, наверное, вы с населения собрали там ножом, да, где-то это хранили, 5-10, да? Допустим, в следующем году у нас вообще, допустим, не вырастет брусника, бывают такие года, да? Вы к этому... Есть такое, да, но Как? у нас республика очень большая, поэтому, как показывает практика, если не выросло... Где-то растет, да? Если не выросло в Центральной Якутии, Ага. выросло в Вилюйской группе Лусов. Если не выросло в Вилюйской группе Лусов, растет в сторону Алекминска. И так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, вот вопрос правильный, да, но Ну, ты у нас сам... 2 миллиона тонн дикороса вообще, в принципе, 2 миллиона тонн растет в год по всей республике. То есть свои там 40 тонн, или 50 тонн, или 100 тонн, сколько мы соберем, да мы в любом случае из республики, ну, как-нибудь да сделаем, по большому счету. Ее просто ягоды очень много, мы эксплуатируем там 0,01%, наверное, этого всего запаса промыслового. Ну, это понятно, там, промыслово, но само сырье как таковой, добыча самого сырья, у вас же, в принципе, промежуток же небольшой. Или у вас идет какой-то отдельный маркетинг-ход по сбору? Я, в принципе, нигде не слышал, я смотрел, где они собирают это сырье. У нас в этом году мы собрали в Усть-Алданском улусе полностью сырье. В каждом наследии работали на базе заготовщиков молока люди. Ну, то есть это люди с опытом, они молоко принимают, мясо принимают. Они сидят на местах, у них там помещения есть и так далее. А брусника такой вид продукции, то что ее можно собрать и положить на полку. В холодное, ну не в холодное, там, в темное место. И тогда она сама лежит, и к первым заморозкам она замерзает. И по зимникам мы ее в декабре, в январе месяце очень спокойно ввозим. В прошлом году мы собирали в 4 улусах, но ну, в этом году, в общем, ягода уродилась, и в Усть-Алданском улусе одной. Там. Нам хватило, там людям не хватило, грубо говоря, денег не хватило, короче, чтобы принимать. Да, мы 30 тонн собрали в этом году, вообще без проблем. Дорогие друзья, у кого-то еще назрели вопросы? Поднимайте руку. Да, конечно. Директор детского клуба «Кузнечик». Вот, кстати, в КЮН мы собираемся. Возникла такая идея программы для школьников, подростков, историческая, профориентационная. Мы ее придумали, когда увидели, что подростки, во-первых, ничего не знают о Якутии, о Якутске, ни о прошлом, ни о настоящем. И извините сейчас за фразу, как говорят даже мои взрослые знакомые, мы живем в попе мира, тут ничего нету, поехали в Сингапур, там уже все есть, да?
люди, ну ладно, люди там, моего поколения, да, но если мы будем детям вот эту проводить мысль, да, что уже все там, поехали туда, да, все здорово, давайте здесь что-то сделаем, а потом поедем, да, когда заработаем здесь, что-то сделаем. Так вот, мы придумали эту программу «Якутск. Прикоснись к истории». Она пройдет в конце марта. Вот с Кюн мы уже договорились. Вот я когда слушаю Нургустанову, я понимаю, что теперь мы договорились, наверное, с ней, да. Мы хотим школьников провести, показать им необычными форматами, ролевыми играми, задачами 3, квестами и так далее. Вот развитие, ну не всех, конечно, отраслей, да, но хотя бы некоторых отраслей, общепита, ресторанного дела, туризма, следственного, там, да, к следователям пойдем. Показать, как это все начиналось, что когда-то это все было на уровне слова, мысли, потом слова, потом дело. И если вы сейчас, дети, не будете мечтать, да, вот сейчас вы видите, как люди, которые еще 10 лет назад, да, вот эти все бизнесы, это же все молодые бизнесы. 15-10 лет назад их не было, люди просто придумали и сделали. И они делают то, что хотят. Если вы сейчас, дети, придумаете, в каком направлении будет развиваться Якутск, как вы себя видите в этом, да, придумаете, напишите, сочините, это сработает. Да? Поэтому вопрос к вам. Как вы сами себе видите Якутск через 5-10 лет? Как вы видите свою роль в развитии Якутска? И какую, можно так сказать, можете ли вы взять вот сейчас, прямо сказать мне, что мы готовы взять детей, подростков хотя бы, да, на какие-то работы, пусть на летние, пусть на разовые, чтобы мы знали это, да, и потом в этом плане с вами посотрудничали. Спасибо. Давайте я предлагаю начать с нашего самого мудрого, опытного предпринимателя. Василий Николаевич, ваше мнение, как вы думаете? Тем более вы настолько связаны близко с якутской культурой. Нажмите на кнопку, пожалуйста. Дети, да? Ну, мы с детьми работаем давно. Вот у нас мы открывали детские лагеря. Вот, например, в художественном училище было у нас вот Сото, вот Панетахе и Майе. Вот здесь в комплексе мы летний лагерь открывали для этих студентов. И они сами занимались, у них программа. И просто у нас 2 часа они работали в уборке там, остальные сами занимались этими своими делами. Сейчас мы вот расширяемся, потому что у нас мы каждую весну работаем отдыха, это выпускных баллов. Это очень много народа, там в конце мая это получается у нас. И в Хатын там у нас комплекс есть природа. И вот нынче вот в Сататас, да, и вот у нас комплекс сейчас аквапарк. Экопарк мы открыли, и там как раз детское, вот то, что вы говорите, развлекательное, там даже познавательное. Например, наша земля как бы раньше была тропиком, у нас были динозавры, там мамонты, вот разные животные были. Мы это как бы передали через камыш, например, да, через камышовые фигуры, и через тальник тоже есть, кора тоже есть у нас, и получается вот болотные кочки использовали. Ну, конечно, во всем мире используется этот ледовые скульптуры, там, и через ледовую скульптуру можно передать эти вещи, да. И еще вот нынче вот песчаные скульптуры. Раньше наши предки вот песчаные скульптуры, оказывается, занимались, потому что делали свои камельки, прессовали, и получалось, вот сейчас как бы занимается песчаной скульптурой, а наши деды, оказывается, давным-давно занимались этим делом. И поэтому вот наши студенты сразу сделали эти фигуры уникальные. Ну, у нас мастера очень от природы, поэтому делают это дело как бы. Ну, у нас сейчас, мы раньше делали вот в комплексе, заканчивали кое-как 23-го, если ко дню Советской армии, да, от советской власти осталось. Ну и к 8 марта, если чуть-чуть опоздали, открывали это детские, это весенние вот развлекательные комплексы. Но нынче у нас получилось, мы открыли уже 6 ноября. И сейчас мы уже Новый год у нас были дети, вот, когда потепление было. Вот сейчас каждую субботу, воскресенье очень много ребятишек у нас отдыхают. Ну и показываем там обряды, делаем там якутские вот утварь показываем, дома, строение. И вот это все это дело уже мы давно занимаемся с этими детьми, ветеранами там. Ну, вместе с детьми, ветераны тоже как дети, они стареют, потом начинают они тоже что-то познавать.
И поэтому вместе с ветеранами дети вместе ходят, вот, получается. Ну, заодно там якутская кухня тоже у нас вместе с нами вот идет. И вот когда был вот за рубежом был, там, оказывается, вот у них есть как бы совет по туризму есть, и поэтому вот все рестораны, все, оказывается, вместе работают. Если входит в этот совете, этот ресторан там, или там какой-то комплекс придорожный, они вносят взнос, и все делают одно дело. Когда где слабые места, там они финансируют, чтобы комплекс работал. Вот все это туристы были, ходили по этому маршруту. У нас была на каждой себе работает, но Ягода отдельно там, Махтал отдельно, например, да, мы отдельно, Чучур-Маран отдельно, вот у нас как бы все отдельно работаем. Ну, пора, наверное, надо соединиться и работать одно хорошее дело. У нас не только наши клиенты, вот, которые живут в Якутске, покушали, а покушали японцы, китайцы, там, американцы, вот. Чтобы они у нас привлекательны было, всем миром надо сделать что-то хорошее дело. Единый турпродукт? А? Единый туристический продукт, да? Да, именно туристический продукт дает всем жить хорошо. Хорошо. Нургасанова, на ваше видение, вот как Лада наш вопрос задала, ваше видение будущего Якутска через 5-10 лет? Мне Якутии? тоже этот вопрос нельзя задавать. Я могу часами об этом рассказывать. Какое у меня мощное, очень такое видение, но сегодня не об этом. Правда, я могу об этом часами говорить. Когда мы открывали Центр якутской кухни Махтал, это был наш второй этап. Начать обучение, рассказывание об нашей культуре, о тех очень интересных вещах, которые у нас в Якутске. Потому что вот даже вот здесь я спросила, кто знает там лучший якутский мед, да, или о том, что вот как детям. Потому что вот, ну как это сказать? Ну, я в 23 года начала бизнес. Почему, например, мне было легко заниматься бизнесом? Потому что у меня мозг был совершенно не засорен. То есть я совершенно молодой пришла в бизнес. И у меня не было никакого другого опыта и не было никакого другого понимания, как надо вообще работать, как надо жить. Потому что иногда в бизнесе сложно бывает брать людей, которые уже засорены чем-то. Ну, какое-то у них уже есть понимание, как быть успешными. Ну, например, от 7 до 8 надо отсидеть, и я вот все хорошо. А вот в бизнесе 24 часа в сутки иногда приходится, да, там по-другому немножко. И вот за счет этого у меня вот было легко, что вот эти бизнесы принимались, очень гибкость, вот это быстро придумывать, как, что, обучаться. И вот дети, вот они вот то будущее, в котором можно, конечно, очень сильно влаживаться, потому что они еще не засорены, и они могут взять ту правильную информацию и быть. То есть ну, в них можно взрастить тот правильный росток, который нашу республику выбедит именно тем должным образом. И про это я могу тоже долго рассказывать, ладно, не буду. Можно работать на эту тему, нужно на эту тему работать. И да, конечно, детей, ну и по идее это всем нам нужно, чтобы внутренне вот это вот хотя бы знать, что значит наша республика, что значит наша культура, что она вообще хочет этим сказать. Вообще, кто мы, зачем мы, почему мы именно здесь родились, почему мы здесь живем. Чтобы был вопрос какой-то не такой поесть, поспать, да, а что-то уже более такое понимание, более, когда вот это идет, тогда у нас совершенно по-другому вообще живется, работается, понимается. Счастье становится совершенно другим качественным образом, испытываешь. Тут совершенно другое, ну, вот когда начинаются такие вопросы, более такие, не знаю, как это называть. Философско-патриотический. Ну, вселенского масштаба, скажем так. И вот опускают нас на землю, и опять же предприниматель Статинского УЛС спрашивает, средний возраст посетителя кафе «Трапеза» из Статты спрашивает нас. Так, надо задуматься. Надо задуматься. По идее, это, скорее всего, такой... Ну, я не скажу, что это молодежное. Немножко бывает такое вот... Ну, я как не молодая, и я больше, наверное, когда мы открываем какой-то бизнес, привлекаем своего возраста больше людей, и которые вот, ну, в таких каких-то рамках. И семейных каких-то. Вот, например, мы удивлялись, что в наших общепитах каким-то образом получается, что люди не пьют.
не получается вот этого паба или что-то такое. И мы такие задавались, почему? А мы с мужем не пьющие. И как-то вот получается, что мы как-то привлекаем людей, вот, как-то вот это получается. Я не Целевая знаю, это аудитория похожа на вас самих, получается. что-то так получается, вот такая. Наверное, вот в Сербяке тоже я не скажу, что там 18-летние ходят. И такие заходят. Но если говорить в общем масштабе, все равно, когда ты что-то делаешь с душой, наверное, больше вот свой. Попадаешь под свое поколение. наверное, так. это может Наверное, быть, вот я вот, не скажу, что это именно точно так, но в данном моем случае, может быть, вот я скажу так. Хорошо. Да, конечно, пожалуйста, к микрофону подойдите, потому что тут в интернете нас слышат только, если мы говорим микрофон. Здравствуйте. Я индивидуальный предприниматель Черноградская Галина Николаевна. Человек тоже в возрасте, и, как вы правильно сказали, да, Нигустана Ивановна, у меня уже мозг маленько засорен. То есть я начинаю уже топтаться. Вроде бы с 91-го года работаю, это 2001-го, и теперь уже начинается у меня пробуксовка. То сначала у меня была сеть магазинов, сейчас у меня зашел до одного магазина, да. И то есть каким способом, да, например, я могу увеличить свою выручку, скажем так, расширить ассортимент. Я его расширила до такой степени, да, что уже идет разброс, так сказать, да. Опять же, зависит ли моя выручка от местоположения моего магазина? Или же, вот, например, у меня нет варианта изменить место своего положения, каким способом я могу поднять свою выручку? Скажу так, в нашем случае, вот в моем личном случае, если говорить про себя, каким образом мы постоянно... То есть у меня есть в голове такое понимание, в голове конкретно я держу, то есть у человека нет понимания, что мы стоим на месте. С нами происходит одно из двух. Или мы деградируем, или мы развиваемся. И если вы не чувствуете, что вы развиваетесь, значит, вы что? Деградируете. А развитие происходит тогда, когда мы выходим из зоны комфорта. То есть, когда вы будете, понимаете, иногда вот эта зона комфорта нас иногда портит нас. То есть вот так получается. Мы растем, доходим до какой-то точки, и кажется, все в порядке, нас это устраивает. Мы дошли до какой-то точки. И вот здесь мы начинаем расслабляться. Да? Да. Мы, то есть, набрались теми навыками. Например, у меня есть навык, который мне приносит деньги. Надо с работниками, надо делать так, иметь такой-то ассортимент, надо ставить такие-то деньги. Мы набрались этими успешными навыками и думаем, что время стоит. Ничего не стоит, все двигается. Мы, например, с мужем постоянно обучаемся, куда-то ездим, что-то делаем, чтобы постоянно быть, со временем чувствовать это время и понимаем то, что если мы не развиваемся, не выходим из зоны комфорта, то мы деградируем. И вот этот страх, вот этой деградации нас двигает вперед. И так очень странно. Я не знаю, почему так оно происходит. Когда ты сам развиваешься, бизнес тоже, оказывается, твой развивается. Даже ты, если личностно просто развиваешься или духовно развиваешься, бизнес, оказывается, тоже параллельно начинает развиваться. Это как, знаете, я скажу так, двухсторонняя медаль. То есть, например, медаль, здесь успешный бизнес, а здесь твое личное развитие. Оно, оказывается, взаимосвязано. То есть, может быть, я иногда говорю, как-то может себя начать. И у вас тогда раскроется. Или на какие-то такие тренинги, бизнес-тренинги пойти, там очень вставляют хорошо. Там можно, там учат, например, вы задали же вопрос, как можно увеличить свой чистый доход. Велосипед изобретен. Он уже есть. Там есть такие конкретные, мощные действия. Маленькое движение, и ты можешь оборот в сотни раз увеличить. То есть чистый доход. Даже не увеличивая при этом свою выручку, можно... То есть ты увеличиваешь... То есть мы проверяли, можно на 7% увеличить просто, оборот, а чистый доход можно увеличить в 20 раз. И есть такие способы, есть такие инструменты, которые уже существуют. Да, и когда... Где их найти? К нам в Якутск приезжают иногда очень хорошие тренинги, но это надо быть, конечно, в курсе событий, чтобы на такой тренинг попасть. Иногда мы думаем всегда, у многих людей есть такое: ой, я умный, я сам знаю, что делать. Ой, да я не пойду туда, да, А я всегда, у меня есть такая идея: если ко мне что-то приходит, значит, не просто так. Случайное не случайно.
Вперед, Ниргустана. Как бы тебе не было лень куда-либо идти и за какой-то тренинг оплачивать. Денег жалко и времени жалко. Вперед. Значит, тебе где-то надо двигаться. И вообще, когда есть в предприятии какие-то проблемы, обучаться. И вот, Ниргустана Ивановна, вот я и хотела бы обратиться к молодым предпринимателям, да, по поводу засилия, скажем так, приезжих людей, да. Вот я стояла в прошлом году на школьном базаре, это очень явно там конфликт у нас произошел. Ну, скажем так, киргизы нас начинают уже не только наш город, нашу республику полностью уже завоевывать. То есть рынки и строительства, и многие отрасли сейчас забиты, да? Вот вы сказали выходить на правительственный уровень. Каким образом вы собираетесь это делать? У нас есть идеи. Мы, например, вот в этом году, в прошлом году, скажем, у нас мы сделали ассоциации шубников, то есть меховых. Те, кто меховыми изделиями занимается. И мы хотим уже на правительственном уровне вытаскивать эти вопросы. Но на самом деле тут вопрос идет больше в нашей патриотизме, в нашем понимании. Если мы изменимся внутри, то и вот этого засилия не будет, потому что у нас немножко... Ой, ладно, я могу долго говорить про национальный нигилизм и все такое. То есть у нас ведь тоже есть, да, получается, объединение вот розничной торговли, да? Мы могли бы как-то с вами, может, объединиться? Двигаться надо, да, в этом направлении. Как говорят, под лежащий камень вода не течет. Надо как-то вот в этом направлении как-то поднимать этот вопрос. У нас республика, мы можем это решить. Можно это решить, что-то делать. Ну, все от нас зависит. Ниргустана, у нас с той же даты, я так понимаю, что это один и тот же предприниматель спрашивает, есть ли возможность провести производственную стажировку ему на базе ваших предприятий общепита? Я думаю, договор решает все или как? Поварами возьмите. Нет, у нас были такие случаи, что, допустим, с районов предприниматель открывает кафе, например, и для того, чтобы расширить свою функцию, вот они, например, к Тарбахау часто приезжают, да, там за его вот этими лепешками, за фирменными этими, они у них обучаются, ну, естественно, не задарма, конечно, но... Тут какой-то вот, ну, я не знаю, у меня такое какое-то ощущение, с одной стороны, кажется, ну, не вопрос, как бы хорошо все, вот это. С другого вопроса есть, конечно, наш такой эксклюзивность, то, что мы пытаемся сохранить, которые есть какие-то моменты, какие-то есть, да, какие-то, ну, тут не знаю, тут надо просто разговаривать и прямо сказать о том, что да или нет на данном этапе не могу. Да, и вот нашим предпринимателям из районов, занимающимся общественным питанием, я хочу немножко анонсировать, что мы, скорее всего, со второго полугодия будем ездить по республике, и в том числе прикладные мастер-классы по общественному питанию входят в наши планы. И у нас вот вопрос в аудитории. Пожалуйста, сначала представьтесь, будьте любезны. Здравствуйте. Меня Романов Евгений зовут. У меня вопрос про ягоды. Что можете сказать про вот новый закон сборы дикоросов? Следите ли вы за этой ситуацией? И еще второй вопрос, как вот следующим летом, например, по каким ценам будете принимать, например, дикоросы? Ну, по поводу законов по дикоросам, да, государство сбор дикоросов на данный момент Российская Федерация, не федеральное законодательство, оно не регулирует. То есть это считается, фуражерство, по-моему, да, слово такое есть. Человек собирает, это его личный доход, налогом не облагается, в общем-то. И вот эта информация, которая была в социальных сетях, да, вы имеете в виду, видимо, то, что будут облагать налогами и так далее. Насколько я знаю, это все утка, то есть государство не должно резать доход дополнительный, мне кажется, своего же народа. Вот второй вопрос. По стоимости ягоды, которую мы будем закупать в следующем году, я ее сказать не могу, потому что все зависит от урожая. Будет меньше урожая, будет дешевле, будет больше, будет дешевле, будет меньше, будет дороже. Да? В этом году мы собирали по 150 рублей килограмм. Это за ведро получается около 1050 рублей. Вот если позволите, да, я немножко, меня эта тема затронула, которую вы подняли по поводу засилия приезжего населения и так далее, да, в нашем бизнесе, в нашей республике. Я хочу вот сказать следующее всем. Конкуренция, поскольку мы живем в глобальном мире, поскольку мы можем долететь в Москву за 6 часов, поскольку мы можем отдыхать в Таиланде и так далее, да, за все это надо платить, за плоды глобализации. То есть
платить это конкретно вот своей конкурентоспособностью. То есть если кто-то приезжает к нам и работает у нас на территории, значит, у нас есть способы, как зарабатывать. Вот взять строителей тех же, да, я там в силу своей работы там и так далее, там, ну, строил, да, сделал ремонт в квартире, там, в цехе делал ремонт и так далее. Честно признаюсь, с узбеками, с киргизами проблем по поводу того, что у бабушки юбилей надо уехать на день, по поводу того, что у дочки день рождения нужен аванс, по поводу того, что сезон уток, по поводу того, что сенокос, надо уехать там сено косить, отцу старому помогать. У узбеков, там, у киргизов, у приезжих таких вопросов вообще никогда не возникает. У наших ребят эти вопросы возникают практически каждый день. Мало того, что они возникают еще вот в таком на бытовом уровне, ну, бывает, что пьют ребята еще. Получат аванс, завтра не приходят. И на самом деле корень-то в этом лежит. Корень лежит не в том, что кто-то нас не защищает, мы такие бедные, слабые там и так далее, да? Нас никто защищать не должен, по большому счету. Мы должны сами выживать и пытаться сами что-то сделать. Тогда у нас все будет хорошо. Протекция государственная, естественно, должна быть в определенных сферах. Например, вот по ювелирным изделиям, да, ну, я знаю, там действительно ситуация нездоровая, когда честные предприниматели, допустим, платят налоги, содержат штат хороший, там, людям своим достойную зарплату выплачивают, там, китайцы делают подпол, никаких налогов, акцизов, там, патентов не платят. У них, конечно, демпинг будет по цене. Но такие вот случаи, они немножко единичны, да, имеется в виду сферы, которые нужно защищать. В целом же нам нужно всем научиться конкурировать, то есть выживать. Это глобальный мир, это экономика, это маркетинг, это рынок, тут ничего не поделаешь. И постоянно говорить о том, что правительство вот нас не защищает, ну, на бытовом уровне это неправильно, я считаю. Вот, спасибо. Значит, Попова Маргарита Гавриловна, я за ЧТП и занимаюсь дополнительным образованием. Ага, вот здесь люди сидят. Кюн я видела, я консервы видела, радуюсь. Но я тот человек, который имеет возможность дома готовить. Может, я готовлю сама, и спасибо, я попробую с корицей и с апельсином. Ага. Но в любом случае надо будет, я кюн всегда возьму. Дальше. Вопрос такой, что насчет того, что если федералы войдут, мы не сможем там конкурировать и то такое. И, по-моему, здесь нужно уже чуть-чуть патриотизм ставить на какую-то высоту, и у нас должны быть типа социальные какие-то рекламы, что ли, что разница шуб между приезжим человеком и между сербяка будет не очень большая. Например, человек это может выдержать, а покупать только потому, что там дешевле на 30 или на 20, и чтобы деньги эти уехали туда, куда-то, это, по-моему, я не считаю неправильно. Например, у меня в телефоне много фотографий, я еще сохранила вот такую вещь. Когда вы покупаете товар у малого бизнеса, это не идет на покупку третьего дома для гендиректора. Это идет на то, чтобы у маленькой девочки были уроки танцев, у мальчика уроки футбола, и на то, чтобы у мамы и у папы было на что кормить детей. Спасибо за то, что вы покупаете у малого бизнеса. Например, это у меня сохранено. У меня память не очень большая. Будем вещи называть своими именами. Например, вот типа такие рекламы висели бы где-нибудь, и человек бы задумывался, что надо брать у наших, чем у приезжих. Ну, разница будет не очень большая. Например, эту разницу средний человек, по-моему, может выдержать. Да? Это, во-первых. Во-вторых, насчет питания. Нургулстан Ивановна, конечно, очень эмоционально, очень хорошо все это передает. Насчет того, что питание, культуру, по-моему, нужно развивать у себя же, с детского сада, что ли, потому что в этом году я сделала дополнительно группу продленного дня. Это ученики 2-3 класса, которые не хотят кушать нормальную еду. Тут же жеребятину, они говорят, вот так делают нос. Ага, это, по-моему, надо культуре учителей. Я не знаю, но одним словом, я была в этом году в шоке, что маленькие дети очень плохо кушают. Они руку протягивают больше к колбасе, может быть. Я колбасу вообще не ставлю никогда на стол. И вот эта культура тоже где-то, маленького возраста надо работать. Но эта работа, по-моему, должна идти в семье. Вот как раз все молодые люди, у кого есть маленькие дети, там надо, по-моему, уже работать над этим. Спасибо большое. У вас очень хорошее предложение, которое я, как Центр поддержки предпринимательства Республики, мы будем делать упор на патриотическое потребление. И, дорогие друзья, надо действительно, поддерживая Артура Никитича, я скажу, что, как вы прекрасно все знаете, мы живем в Российской Федерации. И одно из самых главных конституционных
принципов нашего государства является единое экономическое пространство. И если человек является гражданином Российской Федерации, то поднимать вопросы там, ну, его исторических происхождений, да вообще как бы, ну, получается, тут мы у нас, получается, руки завязаны. Но второй вопрос, вы правы, да, предприниматели в последнее время очень активно объединяются в общественные объединения. А общественное объединение, это получается, как бы, да, это когда мы сам по себе, это как бы, ну, вот мы пальчик там, да, а ассоциация, общественное объединение, это уже кулак. И действительно, продумав хорошо, вы, конечно, в любом случае можете озвучивать свое предложение уже как сообщество. И здесь еще вот вопрос. Наверняка я его, наверное, адресую Василию Николаевичу. Тут написано. Из Вилюйского улуса предприниматель спрашивает. Василий Николаевич, в чем секрет сплоченности коллектива? Есть ли какие-то корпоративные традиции? Как не ошибиться при выборе хороших работников, спрашивают. Ну, в общем, мы работаем давно, уже 20 лет работаем. И ну, занимаемся как бы корпоративным отдыхом. И ну, для населения работаем, для простого населения, который вот хочет природы, там, хочет как бы вернуться в свой вот, как бы, свой дом старинный, который жили наши предки. И наши вот, жители, не только якуты, а другие народности, они вот приводят своих гостей и ну, предложат нашу кухню, заказывают якутскую кухню, и они очень гордятся, что мы живем таким богатым, традиционно вот таким очень умным народом вот живем, и они показывают свою культуру, как бы, и хотя у них другая вера, но разные веры люди, но все равно получают якутский обряд там. И это им очень нравится. А оказывается, они находят все общее в этом обряде, например, да? Ну вот, тенгери, это тангара, это как бы основа всех вер. Вот. Мы это вот все время вот им предлагаем, и они соглашаются. Вот. Ну вот сейчас у нас вот гектар дают, наверное, вы все слышите, и тоже, наверное, вдруг как-то заинтересуешься, если бизнесом занимаетесь, да? Ну, я давно, 11 лет назад вот делал проект Лена Алдан, это 3 реки Лена, Амга и Алдан, в котором живут 10 улусов и город Якутск, и бывший город Нижний Бестяхов вот, живет. В нем живут вся вот, центральная Якутия и город Якутск, и там это вот 3 реки, например, соединяется с одной стороны водным транспортом, например, через Алдан, и попадает в Томмот, и сейчас железная дорога, и она как бы получается кольцованная дорога, окольцованная. Ну, это самый большой тур, например, 15 дней. Ну, делегация одна туристическая компания идет через водные, через Алдан, там по Усмае, и попадает в Томмот. А одна делегация идет через железную дорогу, через Ленинские столбы. Ну, получается, где-то 15 дней, получается. Но зато турист, который едет, он всегда получает все новое. Потому что обратной дороги у нее, например, вот такси едут, когда едут там, иностранцы едут, очень интересно, смотрят там Лену. В обратном пути этой дорогой тоже. Они все время сидят в ресторане, спят, потому что уже смотреть нечего. Вот. А у нас, получается, вот природа сделала вот такой круг. И этот круг, например, через сплавы разные, например, через Амгу, разрезает одна вот дорога, федеральная дорога Хабаровская, это Аянская дорога, Охотское море идет, и одна вот там по Уснеру идет, это Магаданская тракта. Вот. И получается, эта река разрезается на 9 кусков, и получается там вот различные вот двухдневные, однодневные туры. И в этом месте как раз надо получить свою усадьбу. У вас, наверное, родня живет, там родители живут где-то в каком-то районе, но надо самые достопримечательные места надо уже пора занимать, потому что а то другие заберут.
Поэтому вот у нас как бы вот Лена Река Алдан, она получила диплом «Лучший инвестиционный проект Республики Саха-Якутия». Но это предвидели, наверное, но я там диплом получил, как бы патентованный мной, получается. И в этом проекте могут работать все. Спасибо. Артур Никитич, что вы думаете по поводу командообразования, как набирать профессиональных сотрудников? Ну это как бы у нас семейный, у меня сын сам шеф-повар. Сейчас мы «Вкус Якутии», вот, например, вот контрольная закупка показали Первому каналу нашу семью, вот нашего повара. Ну, получили диплом «Самые вкусные блюда вот Якутии, вот, в ресторанной системе. И у нас, в общем, семейные, и получаем вот как бы подработки и используем студентов как бы на практику. Отлично, то есть помогаете Получается. молодежи. Ну и студентов по туризму тоже мы используем. Вот, получается, у нас совместно. Сейчас художественное училище тоже у нас с нами работает, как бы у них мы получаем учебный комбинат, как бы получается. И делаем ледовую скульптуру, всякие разные вот этот природные материалы. У них дипломная работа защищает, это уже должно быть через нас идти. И мы все проекты делаем, любые проекты, потому что это художественное училище работают специалисты, которые имеют сертификат, и любой проект может заказать, и мы можем это делать. Артур Никитич. Ну, разговор говорю. Вопрос, конечно, сложный, потому что каждая ситуация, наверное, уникальна. Но если применимо вот к нашему случаю, да, к нашей компании, то мое личное убеждение, что вот если даже тебе с человеком повезло, да, с кадром, то в процессе работы он у тебя может зачахнуть. Ну, то есть если ты не создашь условия, если ты его не заинтересуешь там должным образом, он может зачахнуть. И наоборот, если вот человек пришел к тебе замотивированный, и ты создал ему условия какие-то, чтобы он развивался, да, то, мне кажется, это и есть секрет кадровой политики эффективной, потому что, допустим, ну, как моя тактика, да, я никогда не вмешиваюсь в дело, которое поручено, допустим, кому-нибудь, потому что если он уж начал этим заниматься, значит, он должен этим заниматься. То есть я стараюсь не там, давать указания там, людям, да, при наличии начальника. То есть если начальник есть у этого человека, то ну, как бы я к нему вообще по сути лезть не должен. Вот. Ну, это людей, мне кажется, окрыляет. Ну, мне кажется, может, Наталья Артуровна поспорит. Но мне кажется, как бы, когда людям создаешь условия, когда они могут, они знают то, что они должны принять решение, то как бы и уровень ответственности повышается, и уровень мотивации повышается. То есть человеку должно интересно быть работать. Это главное условие кадровой политики, считаю. Спасибо большое. Дорогие друзья, у вас еще есть вопросы? Здравствуйте, да, задавайте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Афанасий, я тоже являюсь индивидуальным предпринимателем. У меня такой вот вопрос. Как сейчас сказали, что вот индивидуальный предприниматель, бизнесмен, он всегда 24 часа в сутки, ну, как называется, находится в работе, да, у него постоянно вот болит голова о своем, ну, как бы деле, бизнесе, о своих сотрудниках, да. Как индивидуальный предприниматель должен, ну, отдыхать, как он должен перезагрузить свой мозг, чтобы у него постоянно было вдохновение, ну, какая-то мотивация заниматься своим делом. Допустим, даже если он устал, он же является единственным руководителем своего бизнеса, да, как, может, кому-то это нужно доверить больше, дать, как сказать, ответственности, что ли, да, или как, ну да, делегировать, или как, в общем, должен руководитель отдыхать, или он не должен сильно эмоционально относиться к своему делу, как-то со стороны, или, ну, в общем, у меня такой вот вопрос. Как вы сами отдыхаете и относитесь ли вы сами сильно эмоционально к своему делу, или это как относитесь только как к бизнесу, например? Ну да, к вам. Как вам сказать? Когда вот говорят то, что предприниматель работает 24 часа в сутки, да, они не имеют в виду, люди не имеют в виду то, что человек на работе находится, постоянно что-то делает.
Люди имеют в виду то, что человек несет ответственность за свое дело 24 часа в сутки. То есть, Да. если ты заработаешь зарплату, ты приходишь в 6 часов домой, и все, ты абстрагировался. То есть, Да, у что тебя там- не болит голова, что дальше, как дела дальше пойдут у бизнеса? Естественно, болит. Первый способ, самый эффективный, и тут велосипед изобретать не надо, это семья. То есть, если у тебя есть люди, к которым ты приходишь, и у тебя сразу становится хорошо на душе, значит, можно сказать, половина отдыха уже есть. Так? Во-вторых, конечно, не стоит зацикливаться на текущей работе, мне кажется. Ну, по крайней мере, вот в моем случае это применимо, потому что когда не зацикливаешься на текущей работе, у тебя больше остается сил, возможностей и желания вообще заниматься стратегией. Ну, то есть мыслить что-то такое, что может тебя еще вперед вывести. То есть не заниматься мелкой работой, поручить это сотруднику? Если это возможно, то да. Допустим, если у тебя автомойка, ты не должен стоять машины сам мыть. Это очень сильно отвлекает, правильно? Если ты печешь хлеб, ты не должен сам развозить продукты, например. Ты должен организовать этот процесс. Суть бизнеса же в этом заключается. Организовать процесс. То есть как бы показать направление, но самому сильно, как сказать, ручной работой не заниматься. Вначале нужно настраивать все равно какое-то время все это дело вручную. Надо находиться постоянно, надо постоянно людям говорить. Вот ты это делаешь неправильно, это делаешь правильно, возможно. Но когда воспитается человек, который это сможет делать как ты или даже лучше, чем ты, ты должен дать этому человеку возможность заниматься этим. А еще у меня вот такой вопрос. Главное вот вдохновение вы откуда берете или мотивацию для себя, вот, чтобы находились какие-то силы продолжать? Вот мы, да, жители нашей республики, очень патриотичный народ вообще в целом. И главная моя мотивация — это, как бы это ни звучало банально, да, грубо говоря, но это патриотизм. Я хочу доказать, что мы тоже можем сделать что-то стоящее, что мы можем продавать наш товар везде, то есть не только в республике у себя. То, что о нас могут узнать через наши товары, через нашу продукцию и так далее, и так далее. Это основная мотивация. А как замотивировать сотрудника, чтобы у него также, душа, сердце болело за фирму? Не просто он пришел, допустим, с утра до вечера, да, и потом забыл и требовал зарплату, а, например, чтобы он также был заинтересован, например, в успехе бизнеса тоже. Во-первых, человек должен верить в идею. То есть бизнес — это идея всегда. Человек, который у тебя работает, он должен мыслить как ты, грубо говоря, да, и верить в том, что он может сделать что-то лучше. А если ты понимаешь, например, что человек, просто ему нужны деньги, да, его не интересует все остальное, что тогда делать с этим человеком? Что делать с этим человеком? Возможно, вам нужно расстаться, если ты понимаешь то, что это предел, и дальше ваши отношения не могут развиваться как работодатель и работник. Народу на самом деле много кто работать хочет. А если человек не хочет, как ты его заставишь? У нас же Конституция есть. Принудительный труд запрещен. Как ни крути. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Это при советской власти, да, люди все работали, работали, за него думали другие люди. Ты работай то, что тебе дают, воскресенье, суббота отдыхай, и отпуск тоже обязательно отдыхаешь, да? Самое главное, отпуск не дают, когда ты заходишь, неудобное время дают. Я все время думал, работал в этой сфере, и я все время думал, почему это меня, один раз я родился, и я должен отдохнуть, меня неудобное время. Потом когда бизнес пошел, и думал, все, я отдыхаю, воскресенье, суббота, праздника у меня это не касается, потому что я когда хочу, когда праздную, когда отдыхаю, я сам знаю. И работники тоже, когда делают, у тебя работает, они могут отдохнуть или попросить отдых в удобное время. Самое главное, когда у тебя удобно. Но когда бизнесом занимается, например, молодой человек, например, да, ты не должен думать об отдыхе, у тебя работа, у тебя должно быть бизнес процветать, и поэтому все время ты должен думать не о отдыхе, а о работе.
когда вот эту работу ты доделаешь, у тебя будет финансы, все это дело, ты можешь отдохнуть любое время, любое государстве, ну, выберешь какую-то вот страну. Вот, я так думаю. И у нас наверняка на сегодняшний день последний вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Григорьева Анна Анатольевна, Северо-Восточный федеральный университет. Вопрос у меня такой. Можете ли вы назвать какую-то одну проблему, которая мешает развитию предпринимательства на севере? Вот им конкретно на примере вашего бизнеса. Что это? Это ограниченный спрос у нас в республике, да? Это засилье федералов, это недостаток кредитных каких-то средств, недостаточная поддержка предпринимательства, может быть, да? Вот на примере своего бизнеса можете ли вы назвать вот одну такую проблему? Ну, если на примере бизнеса нашего смотреть, да, то такой концептуальной какой-то преграды нет на самом деле. Все возможно. Все возможно. Есть, конечно, препятствия, например, вот очень важное препятствие, конечно, конкуренция, да, но конкуренцию не жалуются, конкуренцию преодолевают. Но если вот так поразмышлять, допустим, мы конкурируем с Кока-Колой. Ну, то есть мы с ними конкурируем, они с нами нет, конечно, да, но тем не менее конкуренция есть. И вот если посмотреть в магазины, каждый магазин зайдешь, в каждую кафешку зайдете, вы увидите магазин холодильник Кока-Колы. Так? Каждый этот холодильник стоит 100 тысяч рублей. В каждом магазине города сколько у нас там? 2000 торговых точек, плюс там, ну, 500, может быть, кафешек. 2500 холодильников стоит Кока-Кола. Это по одному, если в магазине поставить. Вот и считайте, сколько они денег вложили, там сколько, 250 миллионов получается, да? Только на наш город. Только в Якутске. 250 миллионов. Ни один местный предприниматель эти 250 миллионов Кока-Колу, эти холодильники не вытолкнет оттуда. Понимаете? Но это не повод не заниматься бизнесом, не повод пытаться как-то свою нишу занять и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если говорить о том, что вот есть конкуренция, мы там сдаемся, это неправильно, я считаю. Вот. А если вот поразмышлять более глобально, что мешает бизнесу якутскому трансформироваться, трансгенерироваться там дальше, да, за пределы республики? Вот у нас есть одно слово, которое нам мешает. Это слово «ментальность» называется. В силу, возможно, нашего северного какого-то характера, возможно, в силу территориальной изолированности, возможно, в силу исторических каких-то факторов. Вот если посмотреть Apple Diamond, например, да, ну, сколько в 90-е были компаний, которые занимаются огранкой алмазов? Их была куча. В каждом улусе, в каждом там, ну, в каждом, не в каждом, но в большинстве улусов в районном центре стоял завод гранильный. Но вылез у нас только один. Apple Diamond, например. Что получилось у него, чего не получилось у других ребят? Совершенно верно. Он просто поменял свой менталитет. Он 7 лет жил в Израиле для того, чтобы понять, как евреи, не обладая ни одним сырьевым ресурсом, делают огромные деньги на бриллиантах. Да, возможно. Они и же ушли в видите, Москву после этого. Он начал с себя, и у него как бы это получилось, да? Мы все любим называть компанию, там, например, ну, Майтона, да, вот эти игры, которые делает компания, очень успешная компания, очень хорошая компания, я считаю. Вот почему у этих ребят получилось, а у нас не получится? Вот, мне кажется, этот вопрос надо себе чаще задавать. И особенно, когда... Вот им-то очень тяжело было, у них примеров не было под рукой. А у нас примеры-то под рукой есть. Ну, даже вот если на них ориентироваться, да. Поэтому бояться не надо, наверное. Бояться вообще в мире ничего не надо, потому что бояться, когда боишься, ничего не делаешь. Вот, надо, мне кажется, ну, основное это менталитет наш. Вот. Да, и, ну и самый последний вопрос, да, у нас молодой человек хочет задать. Можно я немножко добавлю тогда? Я бы хотела бы вас пригласить всех к сотрудничеству с финансово-экономическим институтом Северо-Восточного университета, потому что у нас есть огромные возможности, на самом деле, для того, чтобы вам помочь. И мы можем проводить для вас какие-то исследования маркетинговые, допустим, да, сотрудничать со студентами. Мы можем какие-то кейсы, допустим, вот по вашему случаю, да, можно было бы сделать кейс, который студенты могли бы разработать, и, возможно, какие-то рекомендации полезные вам тоже придут. Да. Поэтому обращайтесь. Мы вас всех приглашаем. Финансово-экономический институт, да? Хорошо. Всем привет, меня зовут Айтал. Я тоже из СУФУ, студент предпринимательства. Вот. И заодно состою в группе бизнес-клуба, там, где действующие предприниматели. И вопрос от молодежи. Есть ли для
Министерству для развития предпринимательства поддержки со стороны молодежи. Вот. Именно для молодежи. Для молодежи по направлению инвестиция или коучинг, ну, какие-то проекты защиты и так далее. Да, ну, наша основная работа действительно доводить до предпринимателей такую информацию. Мы ее делаем каждый день. У нас в республике существует несколько институтов развития, которые помогают начинающим предпринимателям как финансово, так и информационно. Вот стоит Вероника Николаевна рядом с вами. Вы обязательно должны начать с нашего информационного сайта. Оно у нас как онлайн единое окно для предпринимателей. И она вам сейчас просто вот возьмет свой смартфон и все покажет. А потом она вам даст свой телефон, по которому вы с ней всегда можете связаться и задать все интересующие вас вопросы. У вас там потом начнутся детализации, поэтому да, просто обменяйтесь с нами контактами, и мы будем подробно с вами работать, окей? Все, хорошо, спасибо. Portal.b14.ru. Надо начинать с него. Спасибо большое. Дорогие друзья, наверное, мы будем заканчивать наше сегодняшнее мероприятие. Огромное спасибо нашим спикерам. Давайте мы сфотографируемся. Нас так много сегодня, мы такие все позитивные. Сюда, прошу, подойдите, пожалуйста.